Друзья, я вас всех приветствую, ассаляму алейкум, меня зовут Артем, я нахожусь в республике Ингушетия. Сюда я приехал по приглашению моих друзей и подписчиков на праздник Мархаш, он же Ураза Байрам. Праздник прошел, вы сможете посмотреть уже выпуск на моем канале, а я решил немножко прогуляться по городу Карабулаку и поделиться увиденным с вами. Поэтому, если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие новые выпуски. И делитесь своими эмоциями, впечатлениями от увиденного у меня здесь внизу в комментариях. И да, если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании. Ну а прямо сейчас никуда не уходите, устраивайтесь поудобней. И досмотрите это видео до конца, чтобы не пропустить все самое интересное. Карабулак – это небольшой город в республике Ингушетия, где проживает чуть больше 43 тысяч человек. По своим национальностям с ингушами здесь проживают чеченцы и русские. И вы знаете, люди здесь любят жить на земле. В Карабулаке очень много частных домов. Я их еще покажу, просто я сейчас нахожусь на окраине, так как тут находится кладбище. Хочу о нем немножко поговорить. И многие, конечно же, местные жители занимаются сельским хозяйством и животноводством. Здесь можно увидеть много коров, баранов. Вот козлики с козлятами пасутся. Сейчас самое то, как раз сочная такая травка. Совсем маленькие, смешные такие. Эй! И побежали смешные. Близко они, конечно, не подпустят. За мамкой побежали. Так, вон два барана. Нет, вон еще третий баран. Улеглись на песочек, загорают. А ты точно разрешишь себя поснимать, да? Будешь звездой. Ты чем-то даже на ламу смахиваешь. Нет, не хочет сниматься. Она стесняется. В общем, вы поняли, да? Здесь люди любят заниматься сельским хозяйством. А почему? Все очень просто, потому что многие здесь не могут найти высокооплачиваемую работу с нормальной зарплатой. Здесь в среднем зарабатывают от 15 до 20 тысяч рублей. И люди живут за счет своего хозяйства. Хочу отметить, что Микаил Сафарбекович Гуцериев решил отреставрировать абсолютно все кладбища, которые находятся на территории Республики Ингушетия. И выделил очень много денег. И вот, как я вижу уже сейчас, по-моему, началась эта реставрация здесь даже вот христианского кладбища. Поэтому здесь нет межнациональной розни между ингушами, русскими, там, чеченцами, осетинами. Именно на этих землях кто живет. Здесь все в мире и согласии. Вот так нужно жить везде. Это большой-большой яркий пример. Здесь, в Карабулаке, по улице Фрунзе, где я иду, находится вот такая небольшая мечеть, где совершают по пятницам мужчины молитву, да и просто намаз. И одна из лучших гимназий города Карабулака, гимназия номер 1. Вот развивается российский триколор. У детей закончилась учеба. Домой поехали. Кстати, я тут заметил, что учащимся этой гимназии организуют вот такие вот небольшие газели, микроавтобусы, чтобы, в общем, развозить их домой. Это тоже здорово. Сейчас я иду по улице Градусова. Почему называю название улиц? Потому что меня многие ингуши смотрят, да и чеченцы в том числе, которые не проживают в Ингушетии, но у них здесь живут близкие, родные, родственники, они скучают по своей малой родине, по своим городам, населенным в целом пунктам. Я хотел поговорить про стройку. Просто когда наступает лето, большинство наших людей, да, в России мечтают об отпуске, поехать куда-нибудь на море, там, в горы и так далее. А у ингушей летом начинается сезон стройки, потому что они любят жить в хороших, красивых, больших домах. Почему в больших домах? Все на самом деле очень просто, потому что у ингушей большие семьи. И если у отца семейства несколько сыновей, то младший сын будет жить с отцом и матерью, даже если он женится.
То есть будет жить уже с женой. Поэтому, чтобы дом был рассчитан на 2 семьи, строят большие дома. Да, есть вот такие небольшие дома, о которых я чуть позже буду вам говорить. Потому что ингушей с этих земель несколько раз за историю Республики Ингушетия и в целом Ингушетии депортировали. И на их земли заселяли другие народы. И здесь с ингушами теперь поэтому уживаются русские, а не казаки. И здесь есть казачьи домики. Очень красивые, уютные, такие кукольные. Но о них чуть позже. А вы прямо сейчас обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Дайте знать, что вам интересно. Именно в этот день, 27 апреля 2019 года, я приехал в Ингушетию и узнал про ее замечательный гостеприимный народ, про историю, про традиции, обычаи, культуру и, конечно же, проблемы, о которых я говорю в своих видео. Ну, потому что считаю, это мой журналистский долг. Не хочу я говорить только о чем-то положительном и хорошем. Мне хочется говорить о жизни, о настоящей реальной жизни. Это нормально абсолютно. Ну, а кому не нравится, вы можете отписаться. Тут цветет яблоня. Вообще все в цвете. Если получится, то мы поедем в горы. Я вам покажу красоту. Вон, пчелы опыляют уже цветочки. Красота. А вот те самые миниатюрные домики в таком казачьем стиле. И действительно, да, раньше здесь же казаки жили. Но в таких домиках не обязательно, чтобы русские там жили и так далее. В таких домиках и ингуши живут сейчас. А вот Жигули, а еще Лада Приора, Лада Седан, Лада Гранта. Любимая машина молодежи в Республике Ингушетия. Пацанов. Вот, студентов, как я их называю. А потом, когда они подрастают, становятся успешными, покупают BMW или Mercedes и постоянно спорят, какая лучше. Ну вот для них это раритет. Жигули. Я уже рассказывал, что примерно в похожем домике я вырос в своем селе, которое находится недалеко от города Барнаула, на Алтае. Правда, они немножко по-другому были построены, конечно же. Здесь, видите, такая необычная дверь, узкая. Но все же. В таком домике хорошо жить. Знаете почему? А потому что многие из них, они саманные. Летом в таком домике прохладно, а зимой сохраняется тепло. А вот барашки. Устали греться на солнце, в тенек прилегли. Барашки такие смешные. Посмотрите, какой у них курдюк. Просто в Ингушетии тоже на столе я очень часто вижу курдюк. Вот, это как накачанная попа выглядит. Да простит меня Филипп Киркоров. И, ну, я пробовал, если честно, мне не понравилось, но ингуши очень любят и говорят, что это очень-очень полезно. Вот на улице Октябрьской мне нравится вот этот домик, маленький. А, по-моему, я его просто снимал в Инстаграм, мне сказали, что здесь проживает семья Мальсаговых, поэтому им большой салам, привет от меня. А еще у жителей Республики Ингушетия есть особенность. Правда, если есть деньги и возможность, они любят устанавливать очень красивые, большие, кованые ворота. И, кстати, вот ингушские дома я узнаю как раз-таки вот по таким воротам красивым. Вообще они молодцы. Я же говорю, у них все это в крови. Ингуши на Кавказе славятся как строители башен. То есть они это все умеют делать. Их башни стоят веками. И дома могут подстроить и будут стоять веками. Сейчас просто материал немножечко другой. А так в целом, как бы, они этот талант не потеряли. Так интересно смотреть. Вот современный домик, да, а напротив улицы хоп, и сразу обычный домик казачий. И тоже в нем живут. Я, кстати, точно в таком же домике живу, мне нравится. Там хорошо. Ну, там потому что детством пахнет. И мама моего друга тоже любила в таком маленьком доме жить. Она не захотела жить в кирпичном, в большом, либо в квартире. Вот. Ей нравился маленький домик. Вот видите, как все аккуратно сделали около дома. Сложили камушки, посадили там небольшую елочку. Молодцы. Молодцы. А самое главное, вы заметили, что на улицах чисто.
Это очень важно. Хотя в Ингушетии есть такая проблема с мусором. О ней я чуть позже поговорю. Но так, если смотреть, в общем, чисто. Следят за порядком. Я стоял вон там. А теперь я спустился к реке. Напомню, что река называется Сунжа. Я же обещал снимать все, что я вижу, потому что это честно. Я говорил про мусор, да, вот буквально только что улицы в городе Карабулаке чистые, а вот, к примеру, как только я дошел к речке, к Сунжи, те, кто здесь отдыхают, оставляют пакеты с мусором, которые разрывают коровы здесь, собаки бегают. И, естественно, мусор растягивается по всей поляне. И потом этот мусор попадает, соответственно, куда? Правильно, в реку. И река загрязняется. Здесь вот около речки в таком живописном месте тусуются телочки, коровы. Да, дают они очень вкусное молоко, из которого делают местные сметану, творог. Здесь очень вкусная своя продукция. Я ел, знаю. Да, и говядина здесь всегда свежая и вкусная, так как я баранину редко ем. Вот. Чисто экологичный продукт. Они с таким интересом тоже за нами наблюдают. Это просто ингушская милка, газонокосилка. Ее в огород запустишь, она все съест. На речке было прохладно. От речки отошли, снова стало жарко. Кстати, я всегда удивляюсь мастерству ингушей водить машину и парковаться. Посмотрите, какой миллиметраж. Газель как припарковали. Буквально прям миллиметраж, и даже камера не пролезет. Ингуши это умеют. Кстати, вот этот дом мне очень нравится здесь. Ну, который немножко на замок похож. Но для меня он красивый, двухэтажный. Я бы в таком жил здесь, но здесь я в гостях. У ингушей не только миллиметраж в парковке автомобилей, да, а еще и миллиметраж в строительстве. Я же вам говорю, что ингуши хорошие строители. Посмотрите, как они домик вместили аккуратненько. Да, здесь находится кондитерская. Бесплатная реклама на моем канале Medina Cakes. Хочется поговорить еще про одну проблему, самую главную. В Ингушетии постоянно проблемы с интернетом, с водой и с электричеством. Вот, к примеру, здесь стоит трансформатор, он очень старый. Я знаю, что в Республике Ингушетия были выделены деньги, но сейчас опять же будет Гуцериев этим заниматься, на эти трансформаторы. Но бюджет, не знаю, правда это или нет, но разворовали. В итоге, если этот трансформатор ломается, то местные жители скидываются и покупают сюда детали за свой счет. Хотя это должно делать государство. Это ведь неправильно. И большинство людей здесь потом сидят без света. Ну, я свидетель. Так нельзя. Так что власти Республики Ингушетия, большой салам и уважение, нужно заняться этим вопросом. А еще сейчас погода установилась хорошая, ни дождя, никаких осадков нет. И в принципе, да, сухо. Но как только здесь проходит дождь, здесь такая грязь, такое месиво, машины грязные, людям нельзя пройти и так далее. Дети вот со школы возвращаются, да, идут и в школу, и из школы. Но так тоже нельзя. Нужно заасфальтировать все дороги в Ингушетии. Это правда проблема.
Поэтому как-то этот вопрос нужно решать. Я просто подчеркиваю какие-то недостатки, чтобы, ну, помочь людям здесь, потому что знаю о их проблемах. Ну, а это мой, как говорится, гражданский долг. Говорить о проблемах моей родной страны. Это была небольшая прогулка по городу Карабулаку. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. Берегите себя.